Уникальная модель подготовки IT-специалистов дает свои плоды. Воспитанники Академии цифрового развития, созданной Микаилом Гуцериевым, блистательно себя показали на прошедшем в Минводах Кавказском инвестиционном форуме. Сейчас, кстати, открыт набор на летний отборочный этап. Бассейн стартует 23 июня. Продолжит тему Адам Мережков. Это не просто второе место, это настоящий прорыв. Команда Академии цифрового развития, состоящая из участников школы-21 в Магасе, одержала большую победу. На хакатоне Кавказского инвестиционного форума они уступили только сильнейшей команде ГРУДН, оставив позади команды из других регионов. Это лишь начало большой истории, которую пишет Академия цифрового развития. Образовательный проект группы «Софмар» предпринимателя-мецената Микаила Гуцериева. На пленарном заседании «Образ Северный Кавказ» в 2036 году Микаил Гуцериев представил уникальную модель подготовки IT-специалистов в Республике Ингушетия, которая уже сегодня дает впечатляющие результаты. Касательно Академии цифрового развития, спасибо Герману Оскаровичу Грефу за поддержку в Ингушетии, спасибо Махмуду Али Макшарибовичу Калиматову. При его поддержке построили Академию цифрового развития в Ингушетии. Это благотворительный проект. Это некоммерческий проект. Школа 21 стала успешно работать. Мы приняли первый из 15 тысяч желающих. Первый бассейн прошло 2000 отборочный, из 2500 программистов начало обучаться. Уже первые 28 поехали на стажировку. За год 20 ушли уже работать заранее, взяли уже крупные компании их себе. Надеюсь, к следующему году мы получим первые 500 программистов. И так каждые 2 года по 500 человек. Понимая, что это вопрос, понимая, что программистам надо где-то работать, мы создали школу «Бизнес-акселератор», то есть начали обучать первые 500 предпринимателей, которые занимаются IT-проектами, хотят заниматься, мы начали учить их, как этим надо заниматься. Налоговую систему, упрощенная система регистрации, привлечение дешевых инвестиций, привлечение партнеров. Если у тебя есть мозги, найди человека, у которого есть деньги. Следующий этап. Создали бизнес-фонд под названием «Ангелы бизнес». Богатые люди сбрасывают средства свои в фонды, и этот фонд финансирует проекты 50/50. Академия цифрового развития – это современная IT-инфраструктура, уникальная методология обучения в школе 21, где в основе обучения лежит практика, а не теория. Бизнес-акселератор Ингушетии, где учат, как развивать и масштабировать свои идеи. И все это в самом сердце Ингушетии. Но главное, что есть Академии – это люди. Те, кто приходит с нулевыми знаниями, а через год побеждают на всероссийских конкурсах. Недавно на Кавказском инвестиционном форуме в рамках молодежного дня проходил хакатон. Это действительно соревнование в сфере IT, в рамках которого мы, как команда от Академии цифрового развития, выступали со своим проектом. Это команда, которая сформировалась из участников основного обучения «Школа-21», и это был, соответственно, наш первый выезд. Он действительно увенчался успехом, так как мы уступили только команде из РУДН. Для нас такой положительный результат говорит о том, что есть талантливые ребята, которые приходят к нам учиться. Необходимо только способствовать их развитию, продвижению. У нас был выставлен проект, в рамках которого мы предложили создать цифровое решение с дополненной и виртуальной реальностью. Это решение позволит повысить клиентопоток в рамках туристической сферы в республику и, в принципе, может быть масштабируем и на другие регионы тоже. У ребят была высокая конкуренция в плане хорошо проработанных проектов, потому что было представлено 12 проектов из 12 регионов. И тройка лидеров, она звучала таким образом, что вот первое место занимает РУДН, город Москва, второе место занимает команда Академии цифрового развития, и третье место финансовый университет занял также из Москвы. Сейчас открыт набор на летний отборочный этап. Бассейн стартует 23 июня, а заявки принимаются до 19-го. Это интенсивное испытание, по итогам которого формируется новый поток основного обучения. А если хотите все увидеть своими глазами, приходите на экскурсию по кампусу. Ближайшая пройдет 16 июня в онлайн-формате, а 17 июня всех желающих ждут в кампусе школы 21 в Магасе. Это шанс задать вопросы, пообщаться с участниками и
почувствовать атмосферу изнутри. Напомню, что обучение в школе 21 совершенно бесплатно для всех. Здесь нет учителей и лекций, только практика, реальные проекты и методика равный равному. А если вы житель Горной Ингушетии или другого региона, то вы сможете совершенно бесплатно проживать на время прохождения бассейна и сдачи экзаменов в кампус-студиях смарт-отеля, который также является частью образовательного кластера Академия цифрового развития. И все это стало возможным благодаря поддержке Микаила Сафарбековича Гуцериева и группы компаний «Софмар». Школа воссоздает атмосферу настоящей айтишной компании на месте. Мы уверены в том, что люди, которые прошли обучение в школе 21, это уже готовые к тому, чтобы выходить на работу IT-специалисты. Проект «Кавказ-360» финалистов хакатона – это симбиоз технологий и культуры, мобильное приложение, сайт и модули дополненной реальности, позволяющие увидеть древние башни Ингушетии в их историческом облике. Это большая цифровая экосистема, объединяющая в себе такие технологии, как искусственный интеллект, дополненная реальность, контент-модуль и многие другие дополнительные модули. Это масштабируемая платформа, которая объединяет и централизует управление туризмом, в целом взаимодействие с туризмом. Для туриста это единая и качественная платформа для получения информации, для бронирований, поиска гидов, поиска достопримечательностей, мест для общепита и так далее. А для администрации регионов это в первую очередь бесплатный маркетинг органичный и, естественно, аналитика турпотока в течение тех или иных периодов времени. Узнали о том, что мы участвуем за пару недель, но задание на хакатон получили за пару дней. Буквально за 5-6 дней мы уже построили готовую модель нашей платформы, нашей экосистемы. В команде 7 человек, абсолютно разных специальностей. Я являюсь разработчиком мобильным. У нас есть и аналитики бизнес-системы, и тестировщики, и разработчики. Вот. В целом за пару дней удалось сделать готовый продукт, вернее проект. Таким образом, Академия цифрового развития начала активно развиваться. Программисты, обучение, как создавать, как развиваться и где получить финансирование. Вот чем занимается сегодня Академия. Это успешный проект. И я понимаю, что мы идем правильно. В образовательном кластере Академии цифрового развития создана полноценная экосистема от обучения до первых инвестиций в стартапы. И успех ребят, участников молодежного хакатона на Кавказском инвестиционном форуме тому подтверждение. Академия цифрового развития – проект группы «Софмар», предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева, реализуется при поддержке главы Республики Ингушетия Махмуда Али Калиматова. Это пространство, где рождается IT-будущее Кавказа. А если вы хотите также освоить востребованную профессию в IT-сфере, не упустите свой шанс. Следующий отборочный этап в школу 21 стартует уже 23 июня. Подать заявку можно до 19 числа на сайте школы 21. Это ваш билет в мир высоких технологий, такой же, как получили эти ребята всего год назад. Адам Мережков, Магаз 24.